На повестке госпрограммы развития округа. Глава Ингушетии в Нальчике принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в СКФО. Заурбек Куразович Мальсагов был личностью незаурядной, являлся одним из представителей первой плеяды ингушской интеллигенции. Посвящено 125-летию со дня рождения Заурбека Мальсагова. В ингушском НИИ состоялась международная научно-практическая конференция. Идет отрывка котлована на новый центральный корпус. Он увеличивается почти в 2 раза, и за счет этого у нас, идет увеличение количества учащихся. Школа в Назране. Реконструкция завершена наполовину, а когда сдадут объект в эксплуатацию, выяснял наш корреспондент. Терроризму нет, светлому будущему – да. В ДК селения Аршты правоохранители и богословы провели с жителями профилактическую беседу. Для того, чтобы участницы достойно выступили на предстоящем конкурсе, здесь в колледже созданы все необходимые условия и специальная площадка, оборудованная по стандартам Обилимпикс. Конец ноября, Москва, национальный чемпионат Обилимпикс. Расскажем и покажем, как готовятся студенты Назрановского колледжа сервиса и быта. На канале Ингушетия время вечерних новостей. Здравствуйте. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в Северокавказском федеральном округе Александре Матовникове, который состоялся сегодня в Нальчике. В мероприятии также приняли участие министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и представители ряда министерств и ведомств. Участники совещания обсудили исполнение госпрограммы развития СКФО. Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев рассказал об объеме финансирования государственной программы развития Северного Кавказа, который на начало сентября текущего года составил 14,5 миллиардов рублей. В рамках 7 подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО с 2017 года реализуется 26 инвестиционных проектов. На текущий момент завершены 9 проектов, что позволило создать более 600 рабочих мест и привлечь в регион порядка 2 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. Министр также сообщил, что в текущем году субъектами СКФО представлена 21 заявка на отбор инвестпроектов в ПК, промышленном секторе и сфере туризма, направленных на развитие реального сектора экономики региона. Межведомственной рабочей группой в июле этого года были утверждены 12 инвестиционных проектов из 14 представленных. По итогам заочного голосования отобраны 7 инвестпроектов, по 2 проекта в Северной Осетии и Чеченской Республике и 3 проекта в Ингушетии. По итогам обсуждения руководителям органов исполнительной власти субъектов СКФО было рекомендовано взять под личный контроль и принять необходимые меры по своевременному и эффективному освоению бюджетных ассигнований, предоставленных в рамках реализации своих подпрограмм. В научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева сегодня состоялась международная научно-практическая конференция «Краеведение в системе общей культуры и образования», посвященная 125-летию со дня рождения писателя и лингвиста Заурбека Мальсагова. В стенах НИИ собрались более 30 исследователей из разных регионов России, а также родственники выдающегося ученого-языковеда. Репортаж Амины Боковой. Ученые, филологи, историки-кавказоведы из разных регионов России. В международной научно-практической конференции, посвященной юбилею известнейшего ингушского лингвиста Заурбека Мальсагова, принимают участие более 30 исследователей. Доклады ученых посвящены биографии основателя ингушского алфавита, раскрывают его деятельность в качестве журналиста, писателя и драматурга. Заурбек Куразович Мальсагов был личностью незаурядной, являлся одним из представителей первой плеяды ингушской интеллигенции, был человеком, который стоял у истоков зарождения ингушской государственности. Он также был с 1930 по 1934 годы был директором Ингушского научно-исследовательского института краеведения, а затем уже по 1936 год, извините, а затем уже Объединенного
Чечено-Ингушского научно-исследовательского института. Заурбек Мальсагов родился 3 июня 1894 года в городе Буйнакск в семье полковника царской армии. Среднее образование он получил в Благовещенске. С первых лет установления советской власти на Кавказе он становится членом КПСС и работает в органах народного просвещения, где и загорелся идеей создания ингушского алфавита. Реализовать проект ему удалось в 1921 году. На основе этого алфавита 1 мая 1923 года вышел первый номер газеты «Сердало», основателем и редактором который стал сам Заурбек Мальсагов. Было создано специальное совещание для определения названия газеты. В числе предложений были такие, как «Свобода», «Счастье», «Новая жизнь» и другие. Но Заурбек Мальсагов предложил свой вариант. Цитирую. «Все названия, которые вы перечислили, могут быть даны газете. Наш ингушский народ, как и другие мелкие народы Кавказа, стремился из вечной темноты выйти к свету. Сегодня нашему народу дано право на это. Поэтому, если вы согласитесь, я считаю, что правильно будет нашу газету назвать «Свет Сердало». С самого начала газета «Сердало» участвовала в ликвидации безграмотности населения округа. Из номера в номер печатались и русские, и ингушские алфавиты, чтобы читатель, независимо от возраста, мог освоить и русскую, и ингушскую грамоту, овладел родной письменностью. О борьбе с безграмотностью свидетельствуют и заголовки тех времен. Изучайте грамоту, выходите из темноты. Свобода для желающих учиться. Крестьянин, помни, неграмотность твой враг. Биографию выдающегося деятеля детально изучила профессор кафедры истории Ингушского государственного университета Марем Долгиева. На конференцию профессор подготовила доклад, посвященный просветительской деятельности Заурбека Мальсагова. Заурбек Куразович составил первую ингушскую грамматику на основе работы Услара. В течение 2 лет, 25-26 годы, этот труд вышел на русском и ингушском языках. Ингушская грамматика со сборником ингушских слов Заурбека Куразовича Мальсагова была издана государственной типографией Ингушской автономной области «Свет» во Владикавказе на 226 страницах. В международной конференции принимают участие не только ученые, но и родственники знаменитого лингвиста. Фатима Мальсагова, племянница Заурбека Мальсагова, с теплом вспоминает о знаменитом дяде. Дядя Заурбек ушел раньше, чем я родилась. Поэтому я его знаю только со слов близких людей. Я поступила во Фрунзенский университет. И жила у тети Зины, родной сестры дяди Заурбека. У нее была большая комната, это в депортации, в Киргизии. Большая комната, и к ней собирались очень часто Мальсагов, Дашлаков, Мальсагов Арсхор Таганович, Базоркин Идрис, Яндеев Жамалдин и других я не помню уже, и другие. Всегда вспоминали дядю Заурбека, ну и говорили о нем, что он такой был душевный, спокойный, доброжелательный, критичный, справедливый. Ну, всегда такие разговоры велись о нем всегда. В числе почетных гостей сегодня и Тамара Мальсагова, начальник отдела управления по внутренней политике администрации главы республики, зачитала гостям конференции приветственный адрес главы Ингушетии Махмута Али Калиматова. Мальсагов всю свою жизнь положил на алтарь просвещения ингушского народа, явив яркий пример подвижнической деятельности и беззаветного служения своему народу. Он стоял у истоков ингушской письменности, становления ингушской литературы и театра. Международная научная конференция, хоть и посвящена Заурбеку Мальсагову, выходит далеко за рамки изучения творчества языковеда. Ученые рассуждают и о работе других наших выдающихся соотечественников. Перед научной интеллигенцией Ингушетии выступает профессор Института востоковедения Российской академии наук Альфина Сигбатулина. Враман, доктор филологических наук, занимается изучением истории Турции и литературы тюркоязычных народов. Тема ее доклада посвящена вкладу наших соотечественников в культуру Турции. Крупнейший историк-медиевист и тюрколог, византинист и специалист по венгроведению Мекки Шариф Баштав.
Профессор Шериф Баштав считается одним из основателей византийских исследователей в турецкой академической науке. Он был первенцем в семье переселившегося из Ингушетии в Османскую империю в конце XIX века Аббасбея и Нафиса Ханум Гюзей. Следующая личность – это доктор медицины, бывший руководитель авиационной ассоциации Турции профессор Атилла Тачой. Сын переселенцев Тачои Соллахзада Андарки и Асиат Ханум, могилы которых находятся также в Бейшехире. На повестке международной конференции также стоят вопросы изучения современных кавказских языков, а также история и литература народов Северного Кавказа. Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24. Новое и современное на месте старой и обветшалой. В Назране активными темпами идет реконструкция третьей школы. Работы начались еще в прошлом году. По сути, они заключаются в строительстве с нуля. Рабочие возводят новые корпуса здания. Сказалось ли это на учебном процессе? И какие условия будут созданы для школьников, расскажет наш корреспондент Микаил Тангиев. Шум строительной техники на этом объекте не утихает с раннего утра и до позднего вечера. Более 20 рабочих ежедневно, не покладая рук, трудятся на площадке, чтобы максимально быстро и в срок завершить строительство дополнительных корпусов школы. Ислам Арсельгов – один из тех молодых специалистов, которые, несмотря на небольшой опыт, очень ответственно подходят к своему делу. Работа несложная, но, учитывая важность объекта, требует особого подхода, считает Ислам, и ошибок здесь быть не должно. Наших детей строится для будущего нашего народа. Ответственность по-любому есть. Условия отличные. Устраивает вас? Нормально. Работать можно. Учебное заведение было построено почти полвека назад и уже давно нуждалось в реконструкции. Согласно плану, рабочие сейчас носят 2 старых корпуса школы, а на их месте построят 2 новых трехэтажных блока. Ранее уже были выполнены работы по устройству котлована, грунтовой подушки и бетонного основания. Сейчас здесь подготавливают грунт под главный блок здания. Сзади меня сейчас идет отрывка котлована на новый центральный корпус. Он увеличивается почти в 2 раза, и за счет этого у нас, значит, идет увеличение количества учащихся с 920 до 1600. И сзади еще построен там новый корпус со спортзалами, актовым залом, значит, вспомогательные эти все помещения по трудовому обучению. В общем, идет расширение школы, 2 раза расширяется школа. Стройка стройкой, а занятия никто не отменял. В соседнем корпусе идет учебный процесс. Для некоторых школьников это последний год обучения, и они уже не застанут грядущие изменения. А другие с нетерпением ждут, когда в следующем году они смогут переступить порог своей родной школы, но уже в обновленном виде. Эмоции самые радостные. Я люблю очень предмет химии, и на данный момент в нашей школе нет лаборатории, где мы можем заниматься какими-то экспериментами, проводить какие-то эксперименты. И радует то, что в следующем году, в 11 классе, у нас уже будет своя лаборатория, где мы будем проводить опыты и эксперименты по данному предмету. Сейчас в нашей школе идет такая глобальная перестройка, но, к сожалению, в этом году мы уходим. Но приятно осознавать, что будущие первые классы будут учиться в таких комфортных условиях, у них будут новые кабинеты, столовые, спортзал, библиотека и так далее. Изначально перед руководством школы встал вопрос о том, куда определить почти половину всех учащихся в период реконструкции. Как вариант, было предложено на время перевести детей в близлежащие школы, но посовещавшись, было решено следовать поговорке «в тесноте да не в обиде», и ученики остались в родной альма-матер. Согласовав этот вопрос с родительским комитетом школы, с Управлением образования и Министерством образования и науки Республики Ингушетия, мы решили, что более-менее оптимальный вариант, чтобы дети занимались в здании этой школы и в 3 смены. Нам, конечно, тяжеловато, но так как дети находятся здесь, родителям легче. Сейчас ребятам приходится ютиться в небольших кабинетах, но с окончанием реконструкции двухсменный режим обучения в 3-й школе навсегда останется в прошлом. К тому же в плане спортивной и культурной составляющей жизни школы все будет на должном уровне, говорят специалисты. 2 новых спортзала и большой современный актовый зал не оставят равнодушными учащихся.
Согласно плану реконструкции, прилегающая к школе территория также претерпит существенные изменения. Во дворе будет оборудована физкультурно-спортивная зона-площадка для игр и зона отдыха. Также здесь благоустроят тротуарные дорожки, установят скамейки, проведут озеленение и освещение. Завершение всех строительных работ планируется уже к концу следующего года. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, который позволит обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием. Разработчики инициативы отмечают, что на сегодняшний день в числе детских заболеваний лидирующее место занимают проблемы с органами пищеварения. Потому принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание для младшеклассников, учитывая правильный рацион и соответствие всем санитарным нормам для учащихся. Профилактика – одна из действенных мер противодействия терроризму. Как не поддаться влиянию лжепроповедников, в том числе и в просторах интернета. И как не стать жертвой радикальных экстремистов. Познавательную и профилактическую беседу с жителями селения Аршты провели богословы, сотрудники МВД и местной администрации. Встреча прошла в сельском доме культуры. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Что в современном мире подталкивает молодых людей участвовать в деятельности бандформирований? Ведь, как мы знаем, неокрепшие умы зачастую не задумываются, как губительно для них это может оказаться. Ответы на эти и другие вопросы обсуждались в мероприятии, направленном на профилактику терроризма и экстремизма, организованном сотрудниками МВД по Республике Ингушетия. نخفيل خلر وعاد الضوء حدا خلر حنزويتها يوي واشتي خلر يقمل عدد ويليل سنت شيء حلقوا لا شو تحي رابو بقى بين خيتش بوشناخ صار شخص طلب يعني شو بوش صار قيتم كذا كل بوش زين بولش شيخان صار عمد ديز عمد دولش شيخان صار شي وبي شكولي وهر شي شكولي وين شو تاع شي ديش وهر ضعفه ديش وين شو تاع شي سجل شي بلغوت بيش شو بلغوتر اش حماجه حلقوا لا تحلنا تركم بولش دولك ازداق دولك تسان داخل تسان دابل وداق اش تيلو уже حاجه بتاعهم ويوص حدا كره. Совместная работа сотрудников силовых ведомств, духовенства дает положительный результат. Если в 2010 по 2011 годах здесь была накалена криминогенная обстановка, то сейчас Аршты – один из самых динамично развивающихся населенных пунктов. Появляющаяся инфраструктура здесь тому пример. Новые дороги, дом культуры и строительство водопроводных сетей. قويشت عشان كجشناهن أصوبنا هن الجيوشت شوار أش ظلم يخشق ظلم شو دين تظلم وشوار بال شقيل بطا يشترناه بي إيش إذا ببرس قيتش بيرش صندان أسمبر حلقو بكاليدي كجشناهن إذا داديتش إذا تهن ديتن تعش مس دينا ديستيج مدين وتهن إشت مس ناه قول بال شو حال ديكن إذا ديتر بحندولش صنا ديك بيت باك بيل خيتسون. Терроризм, несомненно, большое зло для современного общества. Многочисленные интернет-ресурсы зачастую стали площадкой для распространения призывов насилия. Молодые люди в силу своей импульсивности и непросвещенности в религиозных вопросах наиболее подвержены влиянию извне. Сегодня нам очень важно предостеречь подрастающее поколение именно от экстремизма, потому что экстремизм – это и есть первый шаг к терроризму. Сегодня нам необходимо знать, что любой молодой человек, он подвержен к влиянию тех людей, которые способны изменить психику взрослого или молодого человека. Да? Поэтому эти мероприятия необходимы для того, чтобы еще раз предупреждать, еще раз напоминать молодым людям, что они в опасности, что они могут быть подвержены к влиянию. По словам главы администрации и самих местных жителей, помимо работы духовенства, общественных деятелей, силовых ведомств, свой первоначальный вклад в воспитание детей обязаны внести и родители. شيء واحد عوخش يقعد عيخش إيش كول بيحكيه общественностью سوق هاتش إجر حالك شردي каждый день соцсеть дадите даст нанес إساق يأخر دي شغلي إز متع خلي شيء داناني إز يرتنا خجو مخكنا ساق خجوتنا. Даст нанес в первую очередь воспитатель хлопцев, класс руководитель школы проконтролировал бы его дальнейшую судьбу. Диш да это диш жваться.
ино остол дол цар. Нахыз дикалвез, ши махт дикалвез, ши пачалканчо дикалвез. Сахайр ойырт наханы халу хайар сахайр сну иханыш даял даялгы хетипс. Тахад маршу и вахва оғызы бандитыш бас, экстремистыш бас, террористыш бас. По словам собравшихся, радикальные взгляды и убеждения нередко становятся для молодого человека средством выплеснуть агрессию, оправдание собственных неудач и многое другое. Создание благоприятных условий для жизни и устранения комплекса социальных проблем является важным фактором противодействия экстремизма и терроризма, что и демонстрирует положительная динамика села Арштей. Дана Плиева, Адам Мережков, Магомед Белакиев. Новости 24. Следственные органы проводят проверку по факту гибели подростка от отравления угарным газом в селении Троицкое Сунжинского района. Напомню, в ночь на 23 сентября в доме обнаружено тело 14-летней местной жительницы. Сейчас по этому факту проводится проверка, по результатам которой будет принято окончательное решение. Также отмечу, что вчера вечером в селении Икажево на улице Оздоева произошло возгорание цеха по переработке дерева. Общая площадь горения составила 300 квадратных метров. На место сразу выехали представители МЧС и 4 единицы техники. Огонь был потушен в течение 15 минут. На месте пожара никто не пострадал. Накануне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД задержана ранее судимая за мошенничеством 41-летняя жительница Магаса. Причиной поимки стал факт обращения 40-летней жительницы Малгобека, которая обратилась в правоохранительные органы из-за неправомерных действий со стороны женщины. Отмечу, что прошедшим летом при оформлении кредита гражданка путем обмана завладела банковской картой потерпевшей и обналичила имевшиеся на счете денежные средства. В ходе общения с полицейскими подозреваемая созналась в содеянном и им дала признательные показания. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по статье «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Ингушские студенты готовятся принять участие в национальном чемпионате «Обилимпикс», который пройдет в Москве с 18 по 22 ноября. Традиционно в нем примут участие студенты средних учебных заведений с ограниченными физическими возможностями. По каким компетенциям готовятся студенты Назрановского колледжа сервиса и быта, расскажет Рина Тичоева. Одна из компетенций национального чемпионата «Обилимпикс», который пройдет в Москве среди студентов с ограниченными возможностями здоровья – медицинский и социальный уход. Участникам нужно не только проявить свои навыки, но и успеть выполнить задание на скорость. СУЗы республики уже начали свою подготовку к предстоящему чемпионату. Назрановский колледж сервиса и быта провел отбор среди студентов, которые будут представлять Ингушетию. Создали региональную команду. В состав региональной команды входят призеры, которые участвовали в региональном чемпионате, занявшие первые места. Это компетенция туризм, компетенция медицинский и социальный уход, учитель начальных классов, бисероплетение, вязание крючком. Наши участники готовятся по конкурсным заданиям. Идет тренировки. Конкурсные задания будут состоять сразу из нескольких модулей. Участникам компетенции медицинский и социальный уход предстоит продемонстрировать свои навыки в проведении гигиенической обработки рук кожным антисептиком. Все задания рассчитаны на людей с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы участницы достойно выступили на предстоящем конкурсе, здесь в колледже созданы все необходимые условия. Есть специальная площадка, оборудованная по стандартам Обилимпикс. Здесь установлена многофункциональная кровать, муляж для медицинских манипуляций. Помимо прочего, вот такие кресла, или, как это называют больше, коляски для людей с ограниченными возможностями здоровья и необходимые медикаменты. Все участники этой компетенции – студенты медицинского факультета. Для того, чтобы ухаживать за больным человеком, важно обладать профессиональными и человеческими качествами. Оғыз площадки, омдутро капинц ойти давление и манекен хайнет ромыш давление омдутош. Еще одна компетенция на предстоящем национальном чемпионате «Обилимпикс» туризм. Ингушетию представит в этом направлении Хади Дудургова. Ранее в региональном чемпионате девушка заняла уверенное первое место. Сейчас вместе со своим наставником она занимается по несколько часов в день, чтобы достойно выступить на чемпионате. Наша Ингушетия полна и богата своими достопримечательностями, различными, так сказать, чудесами, которые можно предоставить судьям и в Москве, и в любой стране даже. Расскажи, как давно ты готовишься?
Ну, изначально, так как проходил региональный чемпионат, с того времени я готовилась и повторяю те задания, тот проект, который я предоставила тут судьям. И еще из-за того, что опубликованы те задания в интернете, повторяю и то, что я предоставила судьям, и те задания, которые сейчас опубликованы. По туризму у нас очень конкурентоспособная компетенция, потому что нам есть что показать, нам есть что презентовать. У нас богатая история, поэтому никаких сложностей с презентацией нашей республики по компетенции туризм не будет. Национальный чемпионат Обилимпикс 2019 на своей площадке соберет лучших специалистов с регионов России, творческие и медицинские профессии, экономика и финансы, декоративно-прикладное искусство и презентационные компетенции. Уже в ноябре месяце мы узнаем, кто он, национальный чемпион Обилимпикс. Ну а пока студенты продолжают готовиться по несколько часов в день. Рина Сычуева, Рахман Цуров. Новости 24. Индекс промышленного производства в регионе за 8 месяцев текущего года по сравнению с прошлым периодом вырос на 7%. Так, в объеме добычи полезных ископаемых он вырос на 5%, а в сфере обеспечения электричества, газа и пара на 2%. Среди обрабатывающих производств больше всего выросло производство одежды и пищевых продуктов. Ингушский боец Мухаммад Зангиев одержал очередную победу в открытом турнире по смешанным единоборствам, проходившем накануне в Нальчике. В рамках турнира прошло более 20 поединков, в том числе 2 боя за пояс. Наш спортсмен выступал в весовой категории до 57 килограммов. На сегодняшний день полупрофессиональный рекорд Зангиева составляет 9 побед и ни одного поражения. И еще одна спортивная новость. 12 ингушских спортсменов представляли нашу республику на международном турнире по дзюдо, посвященном 5-летию со дня образования Донецкой Народной Республики. Завоеванным золотом и серебром ярко отличились 3 воспитанников Карбулакской школы дзюдо. Призерами турнира стали не только юноши, но и представительница слабой половины, которая доказала свою силу и волю к победе. Репортаж Микаила Тангиева. Несмотря на довольно неблизкий путь до дома и усталый вид, на лицах этих ребят можно легко разглядеть радость. Несколько дней назад они достойно представили наш регион на международном турнире по дзюдо в Донецке, выиграв 1 золото и 2 серебряные медали. И сегодня победители и призеры соревнования с гордостью переступают порог родного ФОКа. Обладателем золотой медали турнира по итогам 5 беспроигрышных схваток стал Беслан Кациев, выступающий в весовой категории до 60 килограмм. Первые 2 схватки дались нелегко, вспоминает Беслан. Но уже в финале поединок завершился, не успев толком и начаться. Наш спортсмен грамотно использовал прием атака в защите. Сбор штатов, цик мужичек, сбор штатов, цик готовить сюда дрова, цик тренировка жать, цик салялята, цик турнирова, цик тогда хочу 3 вянуса, ушел 1 ваша делась. В весе до 66 килограмм на турнире также отличился и Ислам Авышев. В борьбе за 1 место он уверенно обходил своих оппонентов, но в финале уступил спортсмену из Дагестана. Впрочем, Ислам не расстраивается и считает, что серебро на таком крупном турнире – это тоже высокий результат. Схватки сложились удачно, я выиграл первые 4 схватки. Первые 3 досрочно и последнюю 4-ю, это была спорная схватка, до 1-й оценки была. Схватка была до 1-й оценки, и я выиграл там уже в Азаре, оценка в Азаре. Но в финале мне, наверное, не хватило скорости, так как я устал в предыдущих схватках, и выносливости. В нашей республике немало девушек, которые увлекаются спортивными единоборствами, а в соревнованиях участвуют единицы. Но это все не про Танзилу Горданову. С раннего детства она твердо решила, что будет спортсменкой, и многолетние тренировки принесли свои положительные результаты. На турнире в Донецке она заняла заслуженное 2-е место. Я всегда интересовалась спортом, но так как у нас в Ингушетии не принято, чтобы девочка занималась спортом, я не решалась на этот шаг. Я уже не стала слушать людей и стала идти к своей мечте.
Международный турнир по дзюдо, посвященный пятилетию ДНР, проходил в городе Донецк с 21 по 22 сентября. На татами спорткомплекса «Спартак» состязались более 120 спортсменов из Донецкой и Луганских народных республик, а также из ряда регионов России. Нашу республику представили 12 спортсменов, и в целом тренеры довольны результатами своих подопечных. Которые ребята вышли на ковер, неплохую борьбу показали, но с некоторыми надо чуть-чуть доработку сделать. Чуть-чуть ребята в финале уступали, выход в финал, когда можно было... соперники были очень достойные. Победители и призеры соревнований были определены в 15 весовых категориях. Все они отмечены кубками, медалями и грамотами, а также памятными вымпелами турнира. По словам наставников, спортивная карьера их подопечных только начинается, и в плане техники им есть куда расти. Но как бы шаблонно ни звучала эта фраза, ребята и сами не намерены останавливаться на достигнутом. Впереди спортсменов ждут еще более упорные тренировки, а ближайшие соревнования, на которых они вновь смогут попробовать свои силы, это первенство СКФО, которое стартует уже через 3 дня в городе Нальчик. Михаил Тангиев, Майрбек Межоев, Новости 24. С 26 по 28 сентября в регионе пройдут гастроли Кировского театра кукол имени Афанасьева. Юные зрители увидят спектакль режиссера Ярослава Сколково, поставленный по повести известного русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина «Как один мужик 2 генералов прокормил». Также кировские кукольники представят нашему зрителю спектакли «Терем-теремок» и «Ищи ветра в поле». Показы состоятся в Ингушском ТЮЗе в 11 утра и 2 часа дня. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.